Дамы и господа, промоутерская группа «Рати», промоутерская компания Ambitions Management представляют 12-й бой. Бой по правилам ММА в весовой категории 74 килограмма. В синий угол ринга добро пожаловать Сергей Калида. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас co-main event. Главное событие среди поединков по правилам ММА. Сергей Калида против Сухроба Давлатова. 2 раунда по 5 минут. Промежуточный вес 74 килограмма. Ну и под прекрасную чудесную песню хит 2003 года «Панджаби МС» сейчас выходит Сергей Калида. Отличный трек на каких-нибудь тематических дискотеках, я считаю. Очень танцевальный. Так, Сергей Калида представляет бойцовский клуб «Ратиборец». У него 1 победа, 2 поражения. Участник 3 поединков. Сергей Калида на ваших экранах. Готовится зайти в ринг. Соперник у Сергея очень серьезный. Сухроб Давлатов, неоднократный участник турниров в Екатеринбурге. Многие до сих пор, наверное, не могут забыть его дилогию с Егором Голубцовым, когда оба раза досрочно Сухроб Давлатов побеждал. Сергей Калида. В красный угол ринга добро пожаловать Сухроб Давлатов. Ну вы, дорогие друзья, сами слышите, какими аплодисментами встречают Сухроба Давлатова зал. у него есть фан-база. У него однозначно есть фан-база. И, повторюсь, многие помнят его по дилогии с Егором Голубцовым. И также по поединку против Александра Грозина. Состоялся 2 апреля этого года. Сухроб Давлатов представляет легкий вес. Но вот у нас промежуточная весовая категория между легким и положительным весом 74 килограмма. Пять побед, 2 поражения. Послужный список Сухроба Давлатова. 2 боя у него были по любителям. Оба раза он выиграл по очкам. Профессионал с июня 2015 года. И вот тогда он выиграл у Егора Голубцова нокаутом в 1-м раунде. Затем проиграл не менее яркому бойцу Вадиму Кафарову техническим нокаутом в ноябре 2015 года. Так, слушаем ринг-анонсера. Екатеринбург, Россия. Весом 73 килограмма и 700 граммов. Провел 3 профессиональных поединка. Одержал 1 победу и потерпел 2 поражения. Представитель клуба «Ратиборец» Сергей Калида. Его соперник в красном углу. Боец из города Душанбе, Таджикистан. Вес 74 килограмма ровно. Провел 7 профессиональных поединков, одержал 5 побед и потерпел 2 поражения. Представитель клуба «Олимп» Сухроб Давлатов. Главный судья Ворсин Александр. Рефери в ринге Воротников Дмитрий. Боковые арбитры Кучумов Дмитрий и Томоев Георгий. Судья-хронометрист Зудова Дарья. Формула боя 2 раунда с возможностью экстра раунда. Спортсмены на середину. Пожали руки. Итак, 2 раунда по 5 минут. Промежуточный вес 74 килограмма. Сергей Калида, Сухроб Давлатов.
Сукроб Давлатов возвращается после досрочного поражения от Александра Грозина. Он проиграл болевым приемом в первом раунде. И тем интереснее будет посмотреть. Очень мощный лоу-кик от Сухроб Давлатова в начале поединка сразу же. Еще один. У нас размен и клинч. Преимущество в росте у Сергея Калиды, но пока что он им не пользуется. Да, клинч и попытка перевода в партер. Сухроб Давлатов пытается перевести в партер и защищается пока Калида Сергей. Но Сухроб Давлатов, в общем-то, хорошо работает в партере. Да, мы прекрасно знаем, как он может и закончить досрочно, и удушающим, и добиванием. Попытка тейкдауна со стороны Давлатова. Пока неплохо защищается Сергей Калида. А вот тут он, Но до конца старается сделать этот прием Сухроб Давлатов. видимо, он пытается забрать правую ногу соперника. И давит на грудь практически всей массой тела Сухроб. И удается ему тейкдаун. Да, но забирает голову Сергей Калида. Сергей Калида. Достаточно плотно он берет захват. Посмотрим, сможет ли освободиться сейчас Сухроб. Да, удается ему это сделать. И тем не менее закидывает треугольник Калида благодаря своим длинным ногам. И, возможно, попытается хотя нет, наверное, не получится у Калиды это сделать. Да, удается подняться на ноги Сухробу сейчас. Заходит он в маунт. И здесь начнет сейчас разбивать соперника. И очень большое количество времени еще у него остается. И попытка выйти на болевой на руку. Очень быстро и хорошо это делает Сухроб. И забирает руку. Сдача. Сдача. Досрочная победа Сухроба. Сухроб Давлатов верен себе. И в первом раунде он побеждает досрочно. Единственное, он, в принципе, все бои он выиграл досрочными победами в первом раунде. Все бои, во всех боях он побеждал досрочно в первом раунде. И сохраняет он эту традицию. Ну и хотелось бы, наверное, посмотреть реванш против Вадима Кафарова. Вадиму проиграл Сухроб в ноябре 2015 года. Я думаю, что, в принципе, у Сухроба ждут дилогии. Это уже, наверное, вопрос к Александру Скоредину. Сделает ли реванш Александр с Грозиным Сухробу Давлатову? И будет ли реванш с Вадимом Кафаровым? Ну а мы ждем официального объявления победителя в этом бою. 17 секунд. Первый раунд. Болевым приемом победу одерживает Сухроб Давлатов. Ну что ж, мы поздравляем Сухроба Давлатова с яркой досрочной победой. В любом случае, уважение его сопернику Сергею Калиде. Ну а нас ждет главное событие сегодняшнего вечера. Бой Никиты Кузнецова против Дамира Булатова. Поединок за Кубок Урала и Сибири. Ни больше, ни меньше.